Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Зинатуллина. И вот о чем сегодня в выпуске. Мужественно и самоотверженно выполнили свой профессиональный долг. Нам нужно было там быть, помогать людям, которым очень плохо. С врачами, которые побывали в зоне СВО и помогали мирному населению, встретилась Вероника Гайнудинова. Одни приходят, другие уходят. Сегодня поднимают голову другие инфекции, которые были в таком спящем виде в период пандемии. Какая в республике эпидобстановка, как отработал и о чем предупреждает Роспотребнадзор, узнал Дмитрий Аренин. Спасибо федеральным программам, вопросы к региональным операторам. Жалобы, а их было свыше 200, мы получаем в течение всего года. Какие итоги и задачи озвучили на итоговой коллегии Министерства экологии Республики, услышал Рамиль Шайдулин. Коронавирус отступает, но поднимают голову другие инфекции, которые во время пандемии были в спящем состоянии. Об этом на коллегии заявило Татарстанское управление Роспотребнадзора. Беспокойство вызывает корь. Ее вспышки зафиксировали уже в 4 регионах страны. Также специалисты дают неблагоприятный прогноз по мышиной лихорадке. Татарстан – ее природный очаг. Ожидается большое количество грызунов и их высокая инфицированность. На какие проблемы помимо инфекции обращает внимание Роспотребнадзор, расскажет Дмитрий Аренин. К 3-му году пандемии наши привычные инфекционные заболевания вновь стали занимать свою нишу. Коронавирус идет на спад, об этом говорят данные статистики. Если в феврале 2020-го на пике омикрона в Татарстане было 66 тысяч заболевших, то в декабре менее 3 тысяч пациентов. При этом Минздрав призывает не расслабляться и ревакцинироваться. Заболеваемость COVID-19 продолжает регистрироваться каждый день. Сегодняшний циркулирующий штамм не агрессивен, однако опыт показывает, что вирус изменчив и способен стремительно поменять эпидемиологическую ситуацию. Мы наставим на ревакцинацию населения. Как отмечают, необходимо в целом соблюдать календарный план прививок. Ряд районов не смогли охватить все население. Все больше опасения вызывает корь. Ее вспышки уже зафиксировали в 4 регионах страны. Идет рост клещевого боррелиоза, сальмонеллеза. Также в минувшем году произошел рост мышиной лихорадки с почечным синдромом. И, к сожалению, прогноз на 2023 год тоже крайне неблагоприятный. И об этом говорит большое прогнозируемое количество грызунов и высокая их инфицированность. Поэтому крайне важно это проводить своевременные и качественные обработки территорий. Летняя оздоровительная кампания в Татарстане прошла без серьезных происшествий. Улучшилась ситуация и со школьным питанием. Было выявлено в 2 раза меньше нарушений. При этом фиксируют случаи, когда в учреждения завозят некачественные продукты и без документов. Руководители призвали не замалчивать информацию. Не допускать сокрытия фактов, которые происходят на местах. Как только мы прибегаем к тому, что скрываем факт на той или иной территории муниципального района, мы только усугубляем ситуацию, неправильно ее разбираем, неправильно реагируем. Вопрос питания стоит действительно на тотальном контроле президента республики. В условиях моратория на проверки бизнеса Роспотребнадзор больше усилий направил на профилактику. Также специалисты сосредоточились на судебных процессах по некачественным товарам и услугам. В результате жителям республики возместили почти 75 миллионов рублей. Дмитрий Аренин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань. Сегодня завершилась рабочая поездка Рустама Минниханова в Туркменистан. Накануне здесь прошел масштабный Туркмен-российский бизнес-форум. Российскую делегацию возглавил премьер Михаил Мишустин. Договорились об укреплении торгово-экономического и промышленного сотрудничества. Сегодня Рустам Минниханов встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и увидел новый город Аркадаг. Татары и туркмены исторически всегда были близки, а российско-туркменистанские отношения носят стратегический характер, отметил президент Татарстана. Продолжит Вероника Гайнудинова. Это стадион, да? Это вот с левой стороны фонд физкультурно-оздоровительный. Второй день визита делегации Татарстана начался с поездки в Аркадаг. Это новый город, как наш Иннополис. Строить его начали 3 года назад. Президенту рассказывают, это будет смарт-сити. Умный город. Организуют движение электробусов и электромобилей. Появятся солнечные батареи, ветрогенераторы. Жить здесь будут 70 тысяч человек. Построят здесь и главную мечеть Аркадага. Здесь здание мечети.
его площади. Пока мечеть только на макетах. Сегодня Рустам Минниханов принял участие в церемонии закладки будущей святыни. Молитву одновременно здесь смогут совершать 5500 человек. Президент отметил, это большое событие не только для Туркменистана, но и для всего исламского мира. Туркмены и татары – братские народы. Как подчеркнул Рустам Минниханов, нас объединяют глубокие исторические и духовно-культурные связи. Мында яшьләр килеп өйрәнергә мөмкинлекләр булачак. Әлбәттә, без үзебезнең гореф-гадәтләребезне, динебезне сакларга тиеш. Әгәр дә шулай итеп, дин белән мәчетләр аша, мәдрәсәләр аша эшләмәсәк, безнең киләчәгебез булмый. Уже в Ашхабаде Рустама Минниханова принял президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Они обсудили наиболее перспективные направления, договорились сотрудничать в машиностроении, нефтегазах, химии, цифровизации. Российско-туркменистанские отношения носят стратегические партнерства. Наши руководители постоянно на контакте. Результат – это большой бизнес-форум, который вчера прошел во главе с председателем правительства нашей страны Михаилом Мишустиным. Очень хорошая была подготовка, очень хорошие доклады. И есть что было доложить и рассказать о будущих планах. Рустам Минниханов также отметил важность сотрудничества в области культуры, науки и образования. Для нас интересно это не только торгово-экономические отношения, это вопросы образовательные. 6212 студентов учатся из Туркменистана у нас. Это очень большая цифра. Не менее важное значение имеет и сотрудничество в спорте. На этой неделе в Казани прошел первый турнир по хоккею среди команд исламских стран. Спортсмены из Туркменистана выступили очень достойно, отметил президент. Визит Рустама Минниханова завершился сегодня. Конкретизировать и обсудить новые проекты собираются уже на форумах в Санкт-Петербурге, Сочи и в мае в Казани. Вероника Гайнудинова, Марат Хусаинов, ТНВ, Туркменистан. К другим новостям. В последней переписи в России не учтено как минимум 500 000 татар. Таким мнением о всероссийской переписи населения сегодня в соцсетях поделился Валерий Тишков. Ученый, историк, научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН и экс-министр по делам национальностей страны. Перепись прошла плохо из-за пандемии, недостаточного финансирования, работы переписчиков, плохо подготовленного перехода на переписывание через интернет-портал госуслуги и полного игнорирования столь важной кампании со стороны СМИ и социальной рекламы. 17 миллионов человек, 13% всего населения оказались без указания этнической национальной принадлежности. Среди них не менее 13,5 миллионов – это русские и не менее 500 000 татар. Более старательно переписались титульные национальности в республиках, но народы, большинство которых живет за пределами своей исторической родины, тоже пострадали от недоучета. Такой итог подводит Валерий Тишков. Есть и другие важные изменения в этническом составе российского народа и есть назревшие проблемы, в том числе с самим вопросником, порядком опроса и подведения итогов и публикации материалов переписи, работы Государственной комиссии по переписи и квалификации руководящих работников Росстата по части организации переписей. Провести независимую перепись в каждом российском регионе, где проживают татары, предложили сегодня на заседании Бюро Национального совета Всемирного конгресса татар. Напомним, по результатам переписи татары сохранили второе по численности место среди народов страны. Однако их стало меньше сразу на 600 000. Среди причин кто-то называет пандемийные условия переписной кампании, кто-то винит глобализацию. 16,5 миллионов россиян не стали указывать в анкете свою национальность. И сейчас нужно понять, почему. О некоторых выводах наш репортаж. Это первая встреча Бюро Милли Шура в этом году. Обсуждают результаты переписи населения. По ней татар в стране сейчас 4 713 000. Это на 600 000 меньше, чем 10 лет назад. Мы с этой цифрой не соглашаемся. У нас определенная обеспокоенность не только Всемирного конгресса татар, и наших татарских общественных организаций, шквал звонков. Именно обеспокоенность тем, что они с этой позицией не согласны, с этими цифрами не согласны, потому что по нашим подсчетам и по подсчетам экспертного сообщества Всемирного конгресса татар в России на сегодняшний день проживает не менее 5 500 000 человек. Татар. Например, по данным переписи в Оренбургской области, татар стало меньше на 34 000, сокращение почти на треть. В действительности на 10% может уменьшиться, потому что наши татары в основном едут в Казань, переезжают, молодежь уезжает на учебу, а с учебы уже не приезжает.
Поэтому, я думаю, процентов 10 может быть, но не 30. Основная причина, я думаю, в том, что неправильно посчитали. При этом в Татарстане татары сохранили свою численность. Беспокойство вызывает сильное падение в других регионах, где их традиционно было много. Сегодня на заседании некоторые эксперты даже предложили провести независимый подсчет в каждом регионе, где проживают татары. Один из возможных вариантов – это вот обращение сейчас в местные переписные комиссии. Во всех областях, городах есть переписные комиссии, это государственная организация, на самом деле, переписи. И татарские организации, которые живут в регионах, увидев, насколько они уменьшились численно, они должны вопрос задать комиссиям. А вообще объясните, куда татары делись? Я думаю, что переписные комиссии, в принципе, должны дать ответ на этот вопрос. Перепись прошла в пандемийных условиях, а значит, до многих переписчики просто не дошли, утверждают докладчики. Тяжело удался переход на электронный переписной лист. Есть и демографические особенности. Как рассказали на заседании, сегодня на одну татарскую женщину приходится 1,6 ребенка. Все это повлияло на результат. А еще 16,5 миллионов россиян не указали в анкетах свою национальность. Это в 3 раза больше, чем в 2010 году. Среди них есть и татары, уверены эксперты. Многие хотят найти виноватых, но виноваты мы все. Сколько есть татар, все ответственны. Пусть ученые продолжают работать, но нужен и творческий поиск. Нам нужны лидеры, которые смогли бы заполнить эту пустоту. Нужны дополнительные меры, чтобы остановить эту тенденцию. Даже если в действительности количество татар не снизилось, нам в любом случае нужно заботиться о наших традициях и языке. Работы хватит всем. Задача, конечно, Всемирного конгресса татар дойти до каждой татарской семьи для того, чтобы мы смогли жить в дружбе, в понимании, в любви и оставались второй по численности многомиллионным народом, который вокруг себя объединяет всех во имя процветания нашей России. Как отметили на заседании, готовиться к следующей переписи нужно уже сейчас. Эксперты говорят, изменения в национальном составе происходят постоянно, но они не могут носить столь резкий характер, как можно судить по итогам этой переписи. Лина Знатульна, Фаруза Мазитова, Лисан Саитова, Роман Фенин, ТНВ, Казань. Председателем Общественной палаты Татарстана вновь избрана Зиля Валеева. Сегодня прошло первое в этом году заседание, где состав обновили почти на 60%. Теперь здесь много молодежи. Средний возраст 48 лет. Членов Общественной палаты поздравили руководитель администрации президента Азгат Сафаров и председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин. В рейтинге общественных палат Татарстанская занимает 2-е место. Заместителями стали проректор КГЭУ Ирина Ахметова, председатель молодежной ассамблеи Тимур Кадыров и ректор КИУ Асия Тимирясова. Задач много. Направление деятельности Общественной палаты широкое. И активность этих людей надо побуждать. Вот эти рабочие группы, которые созданы, значит, с ними чаще встречаться, развернуть работу по реализации государственной программы 2030 нашей республики еще с новой силой. Общественная палата – это, во-первых, очень хорошая рабочая площадка, и это школа гражданской активности. И я очень хотела бы, чтобы эти молодые ребята, работая и свою гражданскую позицию оттачивая, действительно были в будущем действительно действующей такой реальной силой общественного влияния. Неэффективное использование очистных сооружений, провал мусорной реформы и незаконная добыча природных ресурсов. Эти и другие вопросы поднялись сегодня на коллегии Минэкологии Республики, где принял участие первый вице-премьер Рустам Нигматуллин. Затронули все проблемы экологии. Татарстан занимает 1-е место по запасам пресной воды в ПФО, но не может похвастаться чистотой рек. В республике строится много дорог, но из гравия и песка, которые часто добывают незаконно. Как бороться с нарушениями, услышал Рамиль Шайдулин. И сразу вас поднимется настроение. Я боюсь, наоборот, оно может так опуститься. Чисто там, где убирают. А как это делать правильно, показывают мультипликационные персонажи. Это совместный проект татар-мультфильма и Минэкологии Республики. Нам кажется, что это подталкивает и детей, и взрослых именно учиться этому. А готовы ли взрослые выходить вместе с нами? По результатам прошлого года республика заняла 1-е место по экологическому показателю среди регионов России. Активно участвовала в национальном проекте «Экология». Продолжила рекультивацию иловых полей и Самосыровского полигона, высаживала леса, успешно оздоравливала Волгу, Мешу, Ноксу.
Особое внимание не только рекам, но и воде в целом, несмотря на то, что республика с ее разведанными запасами занимает первое место в Приволжском федеральном округе, это не повод сидеть сложа руки, подумали ученые из Урала и представили установку, которая любую воду превращает в питьевую. Блок управления полностью российского производства. Установка из полностью отечественных комплектующих работает с нашими же реагентами и заменяет традиционное жидкое хлорирование автоматизированным. Данная установка, конкретный экземпляр, может обеспечить качественной безопасной водой население, город с населением до 250 тысяч человек. Компания предлагает ставить такие в Татарстане. Начать с Елабуги. Таких примеров больше набрать, чтобы потом уже на опытную промышленность можно испробовать. Тем более проблема актуальна для республики. Здесь отмечают, в ряде районов не справляются очистные. Точнее, за ними не смотрят и не эксплуатируют должным образом. Как заметил Рустам Нигматуллин, это ответственность глав районов. Коллеги, мы тратим серьезные бюджетные средства как на строительство новых, реконструкцию старых, реновацию старых очистных сооружений. Необходимо обеспечить их качественную работу. Качественной работы требует и мусорная реформа, а точнее вывоз мусора. Как заметил министр экологии, за год инспекторы обнаружили и ликвидировали около 4000 несанкционированных свалок. В городах в свалки все чаще превращались мусорные контейнеры в западной зоне республики. За них отвечает регоператор УК по ЖКХ. Это же предприятие оказалось виновником негативного запаха в районе ЖК Салават-Купыре. Жалобы, а их было свыше 200, мы получаем в течение всего года. Считаем, что для решения этих вопросов нужно пересмотреть не только систему и график вывоза ТКО, но, возможно, и деятельность этого рекоператора. Другой болевой для экологии точкой в прошлом году стала незаконная добыча природных ресурсов. Только на автомобильной дороге, такие как М12, М7, Шали-Бавлы, в 2022 году, по данным Минтранса Республики, использовано более 10 миллионов тонн строительного песка и песчано-гравийных пород. Несмотря на проделанную работу, недропользователи не спешат идти по законному пути. Особой проблемой считают так называемые дноуглубительные работы, под видом которых на самом деле осуществляется кража. Рустам Нигматуллин отметил, в этом году нужно продолжить ревизию запасов подземных вод республики, а также плотнее заниматься качеством атмосферного воздуха. Один из первых и важных шагов – подписание министерством соглашения с Казань-Роксинтезом и компанией «Сибур». Подписано 20 января. Документ подразумевает установку на предприятии станции проверки качества воздуха и передачу данных в Минэкологии. Это говорит, в первую очередь, об открытости. Не только экологоориентированности, это говорит об открытости наших промышленных предприятий. В завершении отметили, в этом году нужно вновь обратить внимание на свои ресурсы. Рациональнее использовать минералы и сырье, а также должным образом контролировать добычу полезных ископаемых. Рамиль Шайдун, Данил Филатов, ТНВ, Казань. В Татарстане за неделю выросли цены на часть овощей борщевого набора. Дешевеет ли что-то? Сегодня выясняли аналитики интернет-газеты «Реальное время». Свой день рождения сегодня отмечает Минтимер Шаймиев, первый президент Татарстана, государственный советник республики, полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством. Ему исполнилось 86 лет. Он возглавил республику в самый сложный период, в годы становления российской государственности, и оставался на посту 19 лет. Благодаря ему в Татарстане удалось сохранить межнациональный мир, добиться серьезных успехов в экономике и социальной сфере. Модель Татарстана – это стало устойчивым выражением, означающим успех в развитии. За трудовые заслуги перед государством и народом Минтимер Шаймиев удостоен звания Герой труда России. Он и сейчас реализует масштабные идеи и проекты. Его колоссальная энергия возродила древний Болгар и остров Град-Свияжск. Тысячи ребят в Татарстане получают знания в полилингвальных комплексах Адымнар. Это тоже уникальный проект Минтимера Шаймиева. Его философия жизни – служить людям. Безусловная любовь татарстанцев к Минтимеру Шариповичу объяснима. Именно с его именем связано становление нашей республики, написал в своих соцсетях Рустам Минниханов и опубликовал поздравительный ролик. Президент благодарит Минтимера Шариповича за внимание, мудрые советы и искреннюю преданность родному Татарстану. Его жизненный путь. В этом вся философия его жизни. Харакат-та баракат, в движении благополучия. Это значит, что он продолжает шагать, двигаться вперед, стремиться к новому, творить полезное и нужное для людей. Спасибо вам большое, Минтимер Шарипович. С днем рождения! Туган күнегез белән, чын күңелдән котлыйбыз.
Мы поздравляем Минтимера Шаймиева с днем рождения. Он основатель нашего телеканала, который объединил татар всего мира. Он и сегодня вместе с нами следит за нашими успехами. Желаем Минтимеру Шариповичу крепкого здоровья, долгих лет жизни и сил для воплощения самых амбициозных проектов на благо нашей республики. С врачами, участниками гуманитарной миссии на Донбассе сегодня встретился Фарид Мухаммедшин. За все время СВО там побывали 79 татарстанских медиков, у многих несколько таких командировок. Они рассказали, как шла работа в сложных условиях, когда нет ни воды, ни электричества, ни тепла и под обстрелами. Сначала жители даже не верили, что помощь может быть рядом и бесплатной, а потом благодарили наших врачей за профессионализм и спасение. О героях-медиках репортаж Вероники Гайнудиновой. Команда собралась из двух больниц. Это РКБ и 7-я городская больница. Таким составом отправились татарстанские врачи в августе прошлого года в Луганскую Народную Республику. Возглавил бригаду мобильного комплекса Ильфак Кермиев, врач-невролог РКБ. Вспоминает, работать пришлось под взрывами. Машину постоянно проверяли на наличие взрывчатки. Люди сразу не поверили, что к ним приехали оказывать бесплатную медицинскую помощь. Когда первые пациенты приехали, у них первый вопрос был, сколько мы должны вам платить, сколько это будет стоить. Но для нас это был шок, когда мы объяснили. И вот когда ручеек вот этот пошел, и потом начал работать сарафанное радио, пациенты уже приезжали нам очень много. И с каждым днем все поток их рос. Мобильную поликлинику установили недалеко от Лисичанска. В сам город проехать было невозможно и небезопасно. Жителей на осмотр привозили на своем транспорте. Мобильная поликлиника работала на автономном источнике отопления и электроэнергии. Мы были готовы к сложностям, потому что нам заведомо сказали, воды не будет, газа не будет, света не будет, связи не будет. Кто готов, едет. Кто не готов, можете сразу встать и выйти. Заднюю никто не дал, конечно, все поехали. Сегодня герои-врачи в одном зале. 59 медиков, профессионалов своего дела. Тех, кто самоотверженно отправился помогать населению Донбасса. Благодарит за их мужество Фарид Мухаммедшин. Ваши порывы и ваш профессионализм и оказанная помощь, она отзывается благодарностью в сердцах татарстанцев и гордостью за вас. И руководству республики, и нашему населению. Эльмира Номина, педиатр с 32-летним стажем, работала в ЛНР в ноябре и декабре. Они проводили медосмотры в детских садах и школах. Вернулась в Татарстан только ночью 31 декабря. Вот такой индивидуальный подход был к детям, человеческий. И они это видели, и даже вот старшие говорили: спасибо большое, вам не страшно было? Хорошо, что вот вы, несмотря на всякие страхи, к нам приехали. У нас не было такого никогда в жизни. Вот, это даже 17-летние говорили. То есть за 17 лет ни разу такого не было, чтобы вот с головы до пяток их всех посмотрели. За 2 месяца врачи оказали медицинскую помощь 4000 детей. 120 человек детей мы проводили за день. Один раз было 160 детей посмотрели, то есть самый сложный день был для нас. Не только по факту за свою безопасность боишься, за безопасность детей. То есть, учитывая, что большое количество детей, скопление во время медосмотров именно в каком-то учреждении, это является, так сказать, опасностью не только для врачей, но и для них, в первую очередь для детей. То есть в любой момент эта информация могла, так сказать, попасть в руки врага, и они могли бы что-нибудь с этим сделать. Благодарности от жителей Лисичанска передала Неля Гордиенко, уроженка Зеленодольского района, но уже десятки лет живет в Лисичанске. Она подарила Фариду Мухаммедшину почтовую марку в честь освобождения города и книги о Донбассе. Когда приезжали туда на медосмотр, они удивлялись, что врачи такие добродушные, открытые, профессиональные и бесплатно дают лекарства. Инициатор этой встречи Татьяна Ларионова, депутат Госдумы, тоже побывала в ЛНР и видела, как оказывалась медицинская помощь. Я видела, насколько эта помощь необходима жителям, видела, насколько благодарны жители, насколько сами врачи искренне, душевно, профессионально относятся к своей работе. В зале сегодня не все врачи, которые помогали населению Донбасса. С января в ЛНР работает обновленный состав медиков. Вероника Гайнудинова, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань.
Сегодня фракция КПРФ подвела итоги деятельности за прошлый год и обозначила планы на 2023. Партийцы внесли 5 депутатских запросов, рассмотрели 462 обращения от татарстанцев. Проведено 11 заседаний, 3 круглых стола по актуальным вопросам, в том числе по проблемам детей-инвалидов, ЖКХ, сохранению исторических памятников. Активно участвовали в сборе гуманитарной помощи жителям Донбасса. Шла работа в составах парламентских комитетов. В последние годы по инициативе КПРФ в республике построено 12 социальных объектов. Ну и задачи есть. Во-первых, провести круглый стол по медицине, по образованию, проблем там достаточно. Довести до логического конца капитальный ремонт длинной Кукушкина. Поэтому обращение и заявление граждан находятся в сердцевине нашей работы. Мы понимаем сложности, трудности и точечной военной операции. Наша партия поддержала. В этом отношении мы едины со всем народом, со всеми, как говорится, силами, общественной организации, партиями. В Казань сегодня прилетели участники единых игр специальной олимпиады. В аэропорту встретили 16 атлетов с Сахалина. Они будут соревноваться в легкой атлетике, лыжных гонках, беге на снегоступах и плавании. Церемония открытия соревнований в воскресенье. В специальной олимпиаде участие примут более 1500 спортсменов из 56 регионов России и Беларуси. Все они с ментальными нарушениями и особенностями интеллектуального развития. Разыграют 14 комплектов наград. Соревнования начнутся 23 января и продлятся 3 дня. Вход для зрителей свободный. Сегодня впервые я приехал в город Казань вот со своей командой. Ну и мы надеемся, что мы достигнем наших целей и побед. Мы второй раз сюда прилетаем. Вот. Настрой боевой. Волнуемся, конечно, перед стартом. Это самые вообще популярные игры для меня. Третий раз уже участвую и все в лучшем виде. Вот молодец, кто создал эти игры. В команде ребята уже достаточно опытные, неоднократно выезжали на всероссийские соревнования. 2 из них отобрались на всемирные зимние игры. И вот они будут представлять честь Сахалинской области. Не уедем без победы. Пока это все, о чем мы успели вам рассказать. О погоде на завтра сейчас расскажет моя коллега Гульназ Гизатуллина. Передаю ей слово. А я с вами прощаюсь. Здравур несушка. Куры яйцами завалили. Купил кэшбэк. Купил кэшбэк. С дебетовой карты МИР Акбарсбанка и с кэшбэком 10% на все этот процесс никогда не остановится. Установите приложение Акбарс онлайн и оформите бесплатную карту. Впервые в Казани легендарная выставка собак «Сабанеевка». Более 2000 питомцев, лекции от кинологов, подарки 28 и 29 января в Казань-Экспо. О том, что обещают нам синоптики на ближайшие сутки, поговорим прямо сейчас. В студии Гульназ Гизатуллина. Здравствуйте! В погодных процессах пока без заметных изменений. По данным сервиса Яндекс.Погода, в субботу в Бугульме, Бавлах и Азнакаево сохранится облачная и сухая погода. Ночью до минус 15 градусов, днем около 8 градусов мороза. В набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге облачная погода без осадков. Днем 9 градусов мороза, ночью 12 градусов мороза. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше также осадки не ожидаются. Облачно. Ночью около 8 градусов мороза, днем до минус 13 градусов. Умеренный мороз в Варске, Кукмаре, Балтаси и ночью и днем около 8 градусов ниже 0. Без осадков. В Болгаре, Дрожжином, Буинске ветер стихнет, вероятность осадков будет небольшой. Ночью около 10 градусов мороза, а днем около 8 градусов ниже 0. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше облачность сохраняется без осадков. В ночное время до 13 градусов мороза, а днем около 8 градусов со знаком минус. В воскресенье существенных изменений в погоде не прогнозируется.
Санчи – сокровище китайской медицины. Дает энергию, укрепляет иммунитет, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости. Санчи – источник энергии и долголетия. 20 января во всех аптеках Farmland на Санчи 20% скидка. Телефон для справок 8 927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. В Казани облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Ночью и днем ожидается около 8 градусов мороза. Ветер северный умеренный. Атмосферное давление повышенное 775 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 74%. Магнитное поле Земли спокойное. На дорогах скользко. Если заглянуть в календарь неофициальных праздников, 21 января отмечается День объятий. А это отличный повод обнять своих родных и близких и сказать им, как сильно вы их любите. Берегите друг друга и до свидания.